Ош, тыш. Так, Руслан Валерьевич, вы можете напомнить правила игры для тех, кто будет смотреть эти ролики в процессе борьбы? Зумадош. На одной территории в лесу сталкиваются два хищника, два медведя. И на этой территории должен остаться только один медведь. Значит, необходимо вытолкнуть противника суфт. Необходимо вытолкнуть противника за территорию, выгнать его с своей территории. Либо бросить навзничь, на спину. И есть еще третий вариант победы. Это превосходство явной физической силы, когда вы обхватываете противника, поднимаете его над головой и держите примерно 2-3 секунды. Тыш! Так, здесь прозвучало, что медведь хищник. По-моему, он не хищник, он добрый. Кто что он хищник, можете сходить в лес. И я думаю, что вы он становится хищником тогда, когда его тронут, обидят. А так он добрый, пушистый, ягоды ест, зимой спит. Так, еще одно замечание на колени, падение на колени, замечание. Тыш! Йон! Ну, вообще просто. Йон. Так. Это у нас сюда заходи. Я вас одену? Ну так одевай, надо было раньше одевать. У тебя же никакой формы-то нет. Так, еще, в этом году исполнится 105 лет со дня рождения Зосима Васильевича Панева. В Ибу проводили столетие и было посвящено турнир. Так, что вы могли по этому поводу прокомментировать? Мы будем проводить этот турнир в сентябре месяце, 27 сентября, уточняю, что ему исполняется 105 лет. Данный турнир будем проводить в рамках нашего клуба единоборств имени Алексея Сергеевича Полопова. Но при спонсорской поддержке основателя ЛПК Зосима Васильевича Панева мы готовы провести турнир с участием не менее 1000 детей с разных регионов нашей страны. Надеемся, что руководство и австрийская команда этой компании, которая находится на нашей земле, в ближайшее время откликнется на нашу просьбу. Спасибо за внимание. Готовы? Продолжаем. Ош, тыш. Йон! Третья схватка. Итак, в полутяжелой весовой категории сегодня Зумадошем становится весьма неожиданно, потому что в прошлый раз он его проигрывал. Мусейкин Илья! Советский Союз, Российская Федерация.